Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Сегодня», в студии Ирина Джуева. Южная Осетия сегодня отмечает десятилетие признания России независимости республики. После многих лет борьбы за право на жизнь и свободу, после многих трагических испытаний, день 26 августа стал историческим не только для Южной Осетии, но и самой России. Практически в одиночку против всего мира, в условиях жесточайшей дипломатической информационной войны, Россия признала независимость Южной Осетии. Это произошло вскоре после вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию, совершенного в ночь на 8 августа. Тогда Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство Российской Федерации. Сегодня Южная Осетия с чувством большой радости отмечает государственный праздник – День признания независимости. Признание, как и военная помощь в пятидневной августовской войне, обеспечили нам мир и возможность развиваться в свободной и признанной республике. В памяти осетинского народа чувство благодарности к России останется навсегда. Прошло 10 лет, пройдут еще годы, но те эмоции будут жить и никогда не забудутся. Праздник свободы, мира и независимости. Сегодня Южная Осетия отмечает 10-ю юбилейную годовщину признания независимости. Ровно 10 лет назад в 15:00 в этот день народ Южной Осетии услышал слова, которых ждал долгие годы. Слова президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Слезы счастья, радости и безграничной благодарности. Народ, испытавший тяготы жизни, наконец услышал долгожданные слова. Самое главное наше приобретение – гарантия безопасности. Осознание того, что наши дети больше не будут прятаться в подвалах, вздрагивать от звуков разорвавшихся снарядов. 10 лет республика живет мирной жизнью, развивается во всех направлениях. 26 августа внесен в календарь праздничных дней и считается одним из главных государственных праздников. Праздничное настроение с раннего утра царит во всех уголках республики. Приезжают делегации из разных стран – России, Италии, Сирии, Абхазии, Нагорного Карабаха. Это, конечно, далеко не полный список. Делегации, приехавшие на празднование Дня признания независимости Южной Осетии, в первую очередь приходят сюда, на городское кладбище во дворе 5-й школы, возложить цветы и вспомнить тех, кто отдал жизнь за светлое будущее нашей страны, благодаря кому мы сегодня отмечаем этот праздник. Среди многочисленных гостей, приехавших на празднование, помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. С премьер-министром республики Эриком Пухаевым российский чиновник возложил цветы к часовне на мемориальном кладбище. В церемонии возложения приняли участие делегации Совета Федерации, Государственной Думы, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Память жертв грузинской агрессии почтила и делегация из братской Северной Осетии. Глава республики Вячеслав Битаров вместе с народом Южной Осетии сегодня принимает участие во всех торжествах, проходящих в столице. За 10 лет у независимой Южной Осетии появились надежные друзья, которые всегда готовы прийти на помощь братскому осетинскому народу, а также разделить радость. На юбилей признания приехали делегации из Донецкой и Луганской народных республик. Главы двух республик вместе с супругами сегодня принимают участие в торжественных мероприятиях, но перед этим, как и все, почтили память жертв грузинской агрессии. Зарина Кочева, Алим Бетеев, Азиз Багаев. Информационный выпуск «Сегодня». Сегодня президент Анатолий Бибилов вместе с супругой встречали гостей, прибывших на мероприятия, посвященные юбилею признания России независимости республики. Сегодня, в 10-ю годовщину признания государственной независимости Южной Осетии, Российской Федерации, народ Южной Осетии поздравляет друг друга. Сбылась мечта многих поколений. Сегодняшние дети растут на свободной осетинской земле. В этот день в нашу страну приехало много гостей из братских республик, которые хотят в этот знаменательный день поддержать и поздравить народ Южной Осетии. Огромное количество поздравлений мы получаем от своих коллег-журналистов, которые сегодня находятся в Южной Осетии и освещают все происходящие события.
Все телекамеры, фотоаппараты направлены на главу государства Анатолия Бибилова и его супругу, первую леди страны Линду Кумаритову. У парадного входа в здание администрации президента они встречают прибывших на празднование гостей, многие из них вместе с супругами. Первыми поприветствовали главу ДНР Александра Захарченко с Натальей Владимировной. Протокольное фото на входе и букет цветов от главы нашего государства. Далее гостей провожают в здание. Вслед за ними подъехала делегация из ЛНР. Леонид Пасечник вместе с супругой Натальей Валерьевной. Моя супруга. Анатолий Бибилов и Линда Кумаритова приготовились встречать посла Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риада Хаддада с супругой Абдулла Хиднуха. Состоялся обмен приветственными словами, после чего Линда Кумаритова продолжила разговор с гостями в неформальной обстановке. «Я рада видеть вас на гостеприимной земле Южной Осетии в такой значимый день для нашей страны», отметила супруга главы государства. Линда Кумаритова выразила слова признательности народу Донецкой и Луганской республик, подчеркнув, что между нашими странами установились крепкие дружественные отношения, которые непременно надо развивать в дальнейшем. В этом году государство Алания обрела еще одного друга. Народ Южной Осетии с радостью встретил новость о признании суверенитета со стороны Сирии. Несмотря на сложное для их страны время, они поддержали волеизъявление осетинского народа. И теперь на празднование 10-й годовщины представители Сирийской Арабской Республики приехали, чтобы быть рядом с нами в наш главный праздник. Спасибо за вашу поддержку, за то, что признали нашу республику, протянули руку дружбы. Спасибо, что приехали, что нашли время. Будем надеяться, что наша дружба продолжится, и молодежь будет ездить, наверное, ваша молодежь к нам, наша, когда будет уже спокойно. В свою очередь гости поделились впечатлениями с Линдой Кумаритовой. После знакомства и обмена приветственными словами разговор плавно перешел в чаепитие. Первая леди страны рассказала гостям много интересного о Южной Осетии. Зараса Кузаева, Замат Кузаев, Тамерлан Кусраева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. В ознаменовании 10-й годовщины признания независимости Южной Осетии и Российской Федерации состоялась торжественная встреча многочисленных делегаций из разных регионов России и других государств. Наш корреспондент Роза Тадеева продолжит. Сегодня торжества в Южной Осетии начались с приема делегаций. В нашу республику приехало очень много гостей. Все детали протокола соблюдены. Красная дорожка, почетный караул. Первыми гостями стали руководители Донецка и Луганска. Уже после них на красную дорожку ступил гость из Науру, представитель парламента этого государства, которое одним из первых признало независимость Южной Осетии. Сегодня в числе почетных гостей нашу республику посетил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вместе с представителями своей администрации. Нагорный Карабах, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Приднестровско-Молдавская республика, Республика Арцах, Сирийская Арабская республика и ряд представителей других дружественных стран, которые на протяжении всех лет были рядом с югосинским народом, поддерживали в трудную минуту. Президент поприветствовал также представителей правительства Абхазии. Сегодня в Абхазии тоже проходят юбилейные торжества, поэтому руководство этой страны не смогло приехать в нашу республику. В числе гостей Сергей Чеботарев, министр по делам Северного Кавказа. Министерство курирует вопросы реализации инвестиционной программы по социально-экономическому развитию Южной Осетии. Спасибо вам. Большая радость для нас, для всех. Среди гостей, прибывших на празднование, помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. После протокольной части президент государства Алания поблагодарил прибывших в республику гостей. Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за тот праздник, который сегодня есть у народа Республики Южной Осетии, когда уже было признание Российской Федерации и государственной независимости Республики Южной Осетии. Тогда было уже понятно, что будущее в Южной Осетии, оно очень хорошее, связанное с развитием, связанное со спокойствием, с миром. Дети уже радуются. Я всегда говорю, они не стоят на низком старте, чтобы
попасть в подвалы и бомбоубежища. Вот это самое главное. Чего я желаю, конечно, и Сирийской Арабской Республике, и Донецкой Народной Республике, и Луганской Народной Республике. Во время подхода к прессе президент отметил важное значение сегодняшнего праздника для нашего народа. Южная Осетия всегда стремилась и хотела, чтобы в первую очередь признала Российская Федерация. И, конечно, мы благодарны всем государствам, которые сегодня признали. Здесь представитель Сирийской Арабской Республики, который сегодня присутствует на наших праздничных мероприятиях. Но все-таки процесс, который начался и который, в принципе, не остановить уже никому, он начался с 26 августа 2008 года. В первую очередь это значит, что люди начали планировать свою завтра. И для меня, и для народа Южной Осетии это значит, что наконец-то с 1989 года в Южной Осетии мир и стабильность. И я думаю, что это самое главное достижение. Приехавшие на праздник делегации из разных республик и стран являются друзьями Южной Осетии, и эта дружба будет крепнуть в дальнейшем. Мы эту дружбу продолжаем. Мы продолжаем наши политические отношения, мы продолжаем наши экономические отношения, мы продолжаем взаимодействовать между нашими министерствами и ведомствами. У нас очень тесные отношения между нашими министерствами иностранных дел. То есть это повседневная работа, которая ведется и которую, опять-таки, мы будем продолжать в дальнейшем. Стратегическим партнером Южной Осетии была и будет Российская Федерация, о чем было заявлено и на прошедшей встрече Анатолия Бибилова с Владимиром Путиным, отметил помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. Та встреча, которая позавчера буквально состоялась между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, прошла очень плодотворно. Она тоже была приурочена к празднику, к этой замечательной дате, которую мы сегодня отмечаем. Но она, конечно, носила при всем при том очень деловой характер. И по ее итогам прорабатываются поручения очень серьезные, будут приняты, я уверен, решения, которые еще более повысят качество жизни в Южной Осетии. Приехавшие на праздник гости примут участие во всех торжествах, проходящих в нашей республике. Уже после официального приема и протокольных встреч гости и президент республики направились в Государственный драматический театр. Здесь состоится торжественное собрание в честь 10-летнего юбилея признания государственной независимости. Роза Тедеева, Александр Кочиев, Аида Кочиева, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня. Поздравления с Днем признания независимости звучат по всей республике. В этот день 10 лет назад все поздравляли друг друга. Улицы заполнились людьми, повсюду царила праздничная атмосфера. Сегодня Южная Осетия строит свое будущее в спокойной, стабильной, независимой стране. На празднование десятилетия признания независимости приехали гости со всего мира. Вот уже несколько дней проходят значимые для нашей республики мероприятия. Сегодня в новом здании Госдрамтеатра состоялось торжественное заседание. Представители власти и общественности, многочисленные гости спешили на торжественное мероприятие. Этот день значимый для всего нашего народа. Теплые и радостные поздравления звучали со всех сторон. Наши граждане даже сегодня не могут поверить, что живут под мирным небом в свободной независимой стране. نعم خورش قطعنا سدي نفت الدراجة كما بلدشته siz İran adamı siz abun tamen hasta بخرشود قالان و زنیس کاتشنم بر خوش سرش کنه خد بارجناگل دستازی کسب کشتی اما برشه فرچه abun خوش سرش کن سر داسته اما خوش سریش کن زنون نخواست دیش یوجیناگل محوش یوجیناگل abun در برگو بومنما نمرتلش دال رفته واجد است şu an varta fasarante gündüre varta. Biz областной совет депутатından min farasada nazamazı. Ama yapıdı kanen nadam kutbal destemani yabun sedisazı baragbun kanam hauma ama abbat İran adamında tutsaz dermana kusari restone ma
Kabatır, Mzahuntan, Arfakanen, Na Ester, Uresey, Nin Hakam Baragun Kaisarista, Amyakairiya Ftami. Say, Nojaval Bira Khurs Baragun Tashavat, Aziazma, Hozdare Hozdar, Kalzagay Kalzandar, Amon Chandar, Ama Sabalitzatai, Nadama, Audun Sakhastui, Ahamor Faunkanen. На празднование десятилетия пришли те, кто все эти долгие военные годы проживал здесь. Они прошли все круги ада и не понаслышке знают значение слова «свобода» и цену независимости. Сегодня самый, наверное, знаменательный день для Южной Осетии. Мы столько лет шли к этому дню. Наш многострадальный народ наконец-то получил возможность развиваться, расти. Я поздравляю весь народ Южной Осетии с этим знаменательным днем. Я поздравляю всех своих сограждан, всех гостей, которые сегодня приехали на наш праздник с десятилетием признания независимости нашей страны. Это такой трогательный, такой необыкновенный праздник. И хочется пожелать нам всем здоровья, успеха, бодрого настроения и уверенности в том, что мы построим свое государство Аллах. Гости, приехавшие на празднование Дня признания независимости, тоже от души поздравляли наш народ. Все они отмечали, что за 10 лет республика сделала большой рывок. Теперь столица Цхинвал — современный, красивый город. Но самое главное, дети здесь растут, не боясь войны, выстрелов. Наш народ это заслужил. Я от души желаю братьям, осетинам, особенно Южно-Осетинской республике, счастья, свободы, которая есть самой большой для человека, для любого человека, это свобода. И для целого народа, чтобы они процветали, больше на их земле не стреляли. Лишь бы вот так в парадах стреляли, вот Катюш, это самое. А так, чтобы не было слезы, ни одна слеза ребенка не стоит ни одно государство. Чтобы дети не плакали, матери не плакали, не оплакали своих детей. Счастья вам, братья. Я бы хотел от всего сердца поздравить всех граждан Южной Осетии с этим большим праздником. Прошло уже 10 лет, республика развивается. И дай Бог, чтобы все было в мирном русле, чтобы было мирное небо над головой. У меня на этот счет сомнений нету. И всему осетинскому народу процветания, всех благ и всего самого наилучшего. Я очень горд и рад, что я здесь прожил какую-то часть своей жизни и с большой теплотой вспоминаю Южную Осетию. Я поздравляю свой народ от всей души, потому что я уроженка Южной Осетии. Я горжусь, что я родилась. И меня больше всего вдохновляет жизнестойкость детей и женщин. Ребят, не обижайтесь. Мужчина есть мужчина, но это вообще неотразимо. И сравнение во мне девочки с ним. Я горжусь. Halı adam hattı halı dünya tersidişti meriş kondunan Harvard'ın rakaştı iriştonu şırma bak Harvard'inadan daşacı bırakkanım bacağın çiderittir sarı iriştonu çiderittir de kuşu fadabon kanı omul kanı şıvallattı şakaşlar tam kaşın Шепотандер, барак бону хоржа, хват. Хоржа си, саума вашерия, хазаштуд. Кува гадамштам, кура гадамштам, такурам. Ирштон расшуктар матахчендер буткана. Ехавар. На празднование приехали и много именитых гостей. Это люди, которые прославили нашу Осетию и осетин на весь мир. Среди них наш прославленный земляк Мурат Гасиев. Хочу поздравить всех жителей Южной Осетии с
этой замечательной датой, с таким юбилеем, 10 лет признания независимости. И хочу пожелать всем мирного неба над головой, всем здоровья, и чтобы все были счастливы и разно. Сегодня наша республика перевоплотилась. Сегодня мы все едины. Нас сплотило чувство свободы, чувство безмерной благодарности нашим ребятам, великой России. Вечная память и низкий поклон всем, кто принес эту свободу. С праздником, с Днем признанной независимости. Анжела Кокоева, Регина Черткоева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. На торжественном собрании по случаю десятилетия признания по указу президента Анатолия Бибилова были награждены представители угостинской российской общественности, внесшие вклад в признание независимости Южной Осетии. В своем выступлении глава государства слова поздравления адресовал и братскому абхазскому народу, который сегодня также празднует День признания независимости. Столица республики сегодня превратилась в одну большую праздничную площадку. Мероприятия, посвященные десятилетию признания независимости Южной Осетии, стартовали рано утром и завершатся поздно вечером. На данный момент в здании Государственного драматического театра проходит торжественное собрание представителей общественности республики и гостей. С докладом выступит глава государства Анатолий Бибилов. Мероприятие по традиции началось с гимнов Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Далее президент республики Анатолий Бибилов поприветствовал гостей. Вкратце рассказал о том, как на протяжении десятков лет осетины шли к независимости. То, как в течение этого времени выстояла Южная Осетия в неравной борьбе с грузинским фашизмом. Август 2008 года оставил в нашей национальной памяти глубокие шрамы трагических потерь в дни войны. И в то же время запомнился великим торжеством признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерации. Запомнился торжеством долгожданной победы и мира. По случаю десятилетия признания по указу президента были награждены представители югостинской и российской общественности, внесшие большой вклад в признание независимости Южной Осетии. Президент напомнил, что во время его визита в Москву высшей воинской наградой государства Алания орденом Уасамунга были награждены президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев. Золотыми буквами вписаны в историю Южной Осетии имена многих героев. Мы не всегда имеем возможность воздать должным образом за их заслуги перед страной. Но государственные награды призваны хотя бы символически отметить. Страна знает о ваших заслугах, ценит их и вам благодарна. С особым чувством мной были подписаны указы о награждении президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева орденами Уасамунга. За мужество и героизм, проявленные во время грузинской агрессии против народа Южной Осетии в августе 2008 года, был награжден орденом Уасамунга Красов Андрей, герой Российской Федерации. Мне очень приятно получить награду из ваших рук, из рук десантника, который вместе со мной окончил одно училище. В этом году ему исполняется 100 лет. Я благодарен вам и народу Южной Осетии за высокую оценку наших военных действий. Позвольте эту награду также разделить со всеми солдатами, сержантами и офицерами 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Орденом почета был награжден помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. Он, в свою очередь, подчеркнул, что эта награда для него дорога вдвойне. Награда от такого президента, награда такой страны, такого народа, который известен как народ смелый, дерзкий, честный и верный. Это честь вдвойне. А тем более получить в такой день, когда мы в том числе вспоминаем подвиг героев, подвиг русских солдат, русских воинов, осетинских воинов, это честь, конечно же, втройне. Анатолий Ильич сказал сегодня, что признание Южной Осетии со стороны России было трудным шагом, смелым шагом, но правильным шагом и справедливым шагом. Это абсолютно правильно. Так, конечно, и есть, и я горжусь, что моя страна так поступила. Но я сегодня хочу вспомнить еще об одном трудном шаге, еще об одном признании. Южная Осетия на сегодня является единственным государством,
которому хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Александр Захарченко, приняв награду, поблагодарил Бибилова и весь народ Южной Осетии за поддержку и признание Донецкой Народной Республики. Захарченко также напомнил о вкладе остинских добровольцев в отстаивание независимости республик Донбасса. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник выразил слова благодарности президенту Южной Осетии за высокую награду. Он заявил, что жители Луганска считают Южную Осетию дружественным государством и настроены на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Орденом почета был награжден и глава РСО Алании Вячеслав Битаров. Он, в свою очередь, выразил огромную благодарность и удостоил президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова медалью во славу Осетии. Те 10 лет, которые прошли, мира, труда и созидания, дали свои плоды. И мы видим сегодня, как обустраивается республика. Большую роль в этом сыграл сам Анатолий Ильич, который в различных должностях работал и укреплял республику. Сегодня в новой роли, в новой должности, с еще большей ответственностью ему приходится это делать. Поэтому я бы хотел вручить ему также награду Республики Северная Осетия Алания, высшую награду нашей республики. Спасибо вам, Анатолий Ильич. Амончим барак баттасават не патадамудар, макаразима, хушармадар, сагатмадар, каразисинтам, кацома, кацинканам, ксауман машержи, евжеран. Также медалями во знаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии были награждены представители средств массовой информации как Российской Федерации, так и Южной Осетии. Агунда Губодзва, Александр Кокоев, Заурус Таев. Информационный выпуск сегодня. Состоялась встреча депутата Государственной Думы Российской Федерации Виктора Володацкого с представителем президента в парламенте Зурабом Кокоевым и жителями республики. Народный избранник во время августовской войны участвовал в эвакуации женщин и детей из горящей республики. И многие из них сегодня адресовали ему слова благодарности. Многочисленные друзья народа Южной Осетии съехались на праздник. Среди них депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водолацкий. В Доме правительства состоялась его встреча с представителем президента в парламенте Зурабом Кокоевым и жителями республики, которым в 2008 году депутат Водолацкий оказал большую помощь. Тогда, 7 августа, удалось эвакуировать группу женщин и детей. Они были направлены в Ростовскую область. Виктор Водолацкий непосредственно сам участвовал в эвакуации и помог им разместиться в доме отдыха в Азовске, оказывая им всяческую помощь. Он также является тем депутатом, который в стенах Госдумы зачитывал резолюцию о признании независимости Республики Южная Осетия. Для меня Республика Южная Осетия – это не пустой звук, это родная страна, это много знакомых людей. И самое главное, что сегодня в делегации косвенно многие мои коллеги связаны со многими событиями, которые происходят сегодня вокруг России. Поэтому я сегодня здесь вместе с вами, мои коллеги, мои друзья, для того, чтобы соприкоснуться с вашей радостью сегодняшней. Боль мы прошли. Сегодняшняя радость дает уверенность в том, что вы выбрали правильный путь. И дай Бог вам всем здоровья. Дай Бог, чтобы в каждой семье все больше и больше слышался смех маленьких детей. Чтобы всегда на душе была радость. Чтобы, как сегодня, над Южной Осетией всегда светило мирное, прекрасное небо. Недавняя встреча президентов России и Южной Осетии говорит о том, что у нас очень много совместных программ, много задумок, которые будут реализовываться в самое ближайшее время. Мы постоянно вносим предложения от имени комитета по ратификации различных соглашений по Южной Осетии и по медицинскому обслуживанию, и по образованию, и по социально-экономическому развитию, потому что как раз в нашем комитете так получилось, независимо от партий, те люди, которые хотят сделать добро Южной Осетии, принести то благо, которое вы выстрадали за многие годы.
Водолацкий также обратил внимание, что в прошлый его приезд они договорились с президентом республики о необходимости построить здесь высококлассное образовательное учреждение – казачий кадетский корпус. Вместе с министром Северного Кавказа, президентом Северного Кавказа Чеботаревым Сергеем Викторовичем, который тоже является донским казаком, мы будем максимально ускорять эти процессы, чтобы здесь началось строительство того заведения учебного, где будут растить мощных, сильных, высокообразованных, одаренных и, самое главное, патриотичных людей, потому что для ваших министерств, для ваших ведомств нужны настоящие офицеры, настоящие инженеры, настоящие люди. А как раз это учебное заведение, оно дало сегодня пример в России, что это действительно так. Огромный конкурс данное учебное заведение, потому что за годы обучения с 12 лет молодой человек становится настоящим патриотом, воином, гражданином, и его никогда не свернуть с той цели. Слова благодарности в адрес Виктора Водолацкого прозвучали от тех людей, которым он помог в августе 2008 года. Большое спасибо не только от меня. У меня тогда был на руках 3-месячный ребенок грудной. И вот я вот с этим 3-месячным ребенком, у меня вообще 6 детей было, а самому маленькому было 3 месяца. И вот благодаря вам я вот эту войну пережила. Да, а после войны, вот сказать, благодаря опять же России, да, вот у нас мирное небо над головой, я рискнула еще одного ребенка. Но больше всех присутствующих потрясла речь 10-летней девочки, которая в августе 2008 года была всего лишь 3 месяца. Со дня признания независимости России и Южной Осетии прошло 10 лет, и мне тоже 10 лет. Я была самая маленькая в Ростове, но я ничего не помню. Со слов моей мамы, она говорила, что там было очень хорошо, весело, и нас хорошо встретили. Благодаря ростовским казакам они нам помогли, и благодаря ним мы сейчас живы. Фатима Чойчева, Арина Атмидов, информационный выпуск сегодня. На сегодняшней пресс-конференции начальника охраны общественного порядка МВД Республики журналисты интересовались вопросами безопасности. Было отмечено, что все необходимые меры для этой цели предприняты, силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Сегодня работа пресс-центра открылась с пресс-конференции начальника охраны общественного порядка МВД Республики Южная Осетия Майырбека Гаглоева. Подполковник ответил на интересующие общественность вопросы, связанные с безопасностью города на время проведения торжественных мероприятий. Для начала Майырбек Гаглоев обратился к населению с поздравлениями от имени руководства МВД Республики Южная Осетия и заверил, что город в полной безопасности. Для охраны граждан и гостей республики задействованы все силы МВД. На наличие взрывчатых устройств проинспектированы все здания и дороги, начиная от южного портала Рокского тоннеля до городских улиц. Под охрану был взят городской стадион, где будут проводиться торжественные мероприятия, театральная площадь и маршруты исследования гостей. В ходе отработки вот этого расчета силами МВД было привлечено более 500 человек. И техники, в том числе минимум где-то 70-80 техник. 500 человек – это сотрудники? Это сотрудники МВД, которые непосредственно будут охранять общественный порядок. На начало дня не зарегистрировано ни одного случая нарушения правопорядка со стороны граждан города. После пресс-конференции североосетинские коллеги из Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия Алания поздравили жителей Южной Осетии с праздником и обменялись памятными подарками. За правдивое освещение событий 2008 года председатель Госкомитета информации и печати Мария Котаева была награждена грамотой. Мира, благополучия, успеха и радости. Комитет по делам печати. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляю. Спасибо, коллеги. Спасибо. В свою очередь гостям подарили книги с описанием красот природы Южной Осетии. Также главный редактор газеты «Республика» Андрей Кочиев вручил североосетинским коллегам серебряную монету с изображением святыни. Марьяна Чойчева, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня.
Большое праздничное театрализованное представление «Южная Осетия. История мужества», реконструкция от времен Аланского государства до современного государства Южная Осетия состоялась на республиканском стадионе. Главными участниками представления стали сами жители республики. Более 2000 человек со всех районов, учащиеся общеобразовательных школ, музыкальных учреждений, хореографические коллективы. В представлении также приняли участие артисты из Северной Осетии, государственные ансамбли «Алан» и «Горец». Столь масштабное мероприятие прошло впервые. Представление транслировалось в прямом эфире ГТРК «Ир». Повтор шоу можно посмотреть и в нашем завтрашнем эфире. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаем, что в эти минуты проходит праздничный концерт на столичном стадионе с участием артистов российской и остинской эстрады. С праздником вас мира, добра и процветания, дорогие гости и жители Республики Южная Осетия.